Мир вам, братья и сестры. Приступим к дальнейшему обсуждению нашего аэротакси «Серафим». Сначала помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, же везде сей, вся исполняй, сокровища благих, и жизни подателю, приди и вселися мной, и очистенный от всякие скверны, и спаси блажа души наши. Вот, помолившись, приступим. Вчера выложил тоже первое видео, почитал комментарии. Многие люди не верят, что это дело осуществимо, хотя я думаю, что это дело недалекого будущего вообще-то. Даже поясню сейчас почему. К примеру, многие говорят, что это типа дорогой очень проект, и кто будет вкладываться. Это Александр, кстати, да, привет тебе, Александр. Вот единственный человек, кто хоть свое мнение какое-то выразил, да, и такое непредвзятое, а честное, что он реально, человек что думает, то и говорит. Люблю и уважаю тебя, Александр, правда. Вот. Теперь, про осуществимость этой идеи. Вот давайте попробуем представить и сравнить, да. Сейчас у нас государство вбухивает деньги, в АвтоВАЗ. Может, мне кто-нибудь поясните там в комментариях, может, или где там, получает ли прибыль она от этого какую-то? И для чего вообще было, просто, например, как Белоруссия, они сделают, что у них там беспошлинный ввоз китайских автомобилей, которые китайский автопром сейчас на высоте у них. Да и у нас, эта марка Эволют, которая в Липецке выпускает, она уже там, люди раскусили, что это такое, электричка. Там с запасом хода 300 километров, к примеру. 300-400. Смотря в какое время года. И теперь, чтобы ее купить, там месяц ждать надо. Потому что не хватает мощностей, чтобы удовлетворить запросы россиян в таком электромобиле. И вот теперь сравним, давайте, к примеру, двухместный беспилотник взять и, к примеру, скажем, Ладу Весту тоже. Да, вот скажите еще, кто-нибудь, когда вот у вас есть деньги на Ладу Весту, купили бы вы ее или нет вообще? Сравним, салон автомобиля и салон беспилотника. Можно даже, допустим, если АвтоВАЗ прибыль не приносит, то те же мощности, те же, к примеру, кресла, сидушки использовать в беспилотном этом летательном аппарате, который будет называться «Серафим», шестикрылый, 6 винтами. Берем сидушки, все одинаково, так? По салону. Далее. Приборная панель взять. В Серафиме будет один лишь дисплей. Тот же планшет, можно сказать. И, к примеру, там 4 динамика или 2 динамика. Зачем там много? Насколько, в общем, денег не жалко. Вот. Далее. Автомобилю нужны колеса дорогие, резина, тормозные диски, ступицы, пружины, амортизаторы, задняя балка. В общем, это все стоит денег, понимаете, да? Пружины, вся ходовая часть, допустим, к примеру, это. Выхлопная система, выхлопная труба. Серафиму это ничего не нужно. Там просто, из труб конструкция, как у вертолетов, которая, чтобы на что садился, шасси, так сказать. И больше ничего не нужно. Вот вам раз экономия, так? Далее. Двигатель автомобильный Серафиму не нужен. Опять экономия получается. Двигатель не нужен, коробки не надо. Коробка не нужна. Электродвигатели, они дешевле стоят. Лопасти сейчас,
я не знаю, там, это уже конструктора там разберутся, короче. Ну, мне кажется, это намного, лопасти эти намного дешевле обойдутся, чем вот эта вот вся движок, ходовая, короче, вот все это, короче, и все эти японские трансмиссионные узлы, да. В общем, как бы, это очень дорогое удовольствие, и Серафим этого всего избавлен, как бы, да. Так, теперь, короче, по поводу, сколько нужно вложить денег. Ну, как у нас обычно, короче, разрабатываются новые идеи. Берут, строят, к примеру, 10 опытных образцов. Ну, насчет компьютера, так сейчас в современных автомобилях, по-моему, они везде нужны. И, и в автомобилях, и в аэротакси. Программное обеспечение, да, тут надо наладить. Аккумуляторы, ну, сейчас наши уже делают аккумуляторы на электромобили, например. И то же самое, почему бы не сделать съемный такой, чтобы быстро заменяющийся аккумулятор на, допустим, вот подлетел Серафим на станцию зарядки, скажем, вот она, ну, к примеру, вот, да, приземлился прямо на нее. И такая, короче, ну, какие-то манипуляторы там, чик-чик, там, 3 винта открутили, старый аккумулятор на зарядку, а новый чик поставили. 2 минуты времени прошло, можно дальше лететь. Там, к примеру, 300 километров до следующей зарядки, если вы далеко куда-то летите. Ну и затем, короче, вот ставить ну, если наладить все полностью, чтобы оно все надежно работала, система, которая, я говорю, будет все автоматически. А, еще не посчитал. Руль надо. Руля нету автомобиля. Потом все эти рычажки, приборные панели, короче, все это ничего не надо. Там какие-то кнопки управления, ничего не нужно, все. В Серафиме только голосовые команды. Как с Алисой разговариваешь, или как там, ну, примерно. Или там с Марусей, как у меня там автоколонка, короче, да. Вот там, допустим, колонка эта стоит, Маруся, например, и все, и она связана с этим, с компьютерной системой этого аэротакси. Или полностью с этой системой, короче. Полностью с БАЦом. Это служба беспилотного аэротакси Серафим. Вот. Вот про осуществимость идеи хотел рассказывать. И, к примеру, пошло дело, взяли какой-то опытный город. Ну, то есть вложения там на самом деле абсолютно небольшие. И дальше ее можно, короче, экономисты у нас очень грамотные ребята, они просчитают, наладить, чтобы, короче, это аэротакси приносило прибыль. Потому что вот мне Александр говорит, что, говорит, ну, говорит, какой смысл, если, ну, если, говорит, выпускать их и не продавать. Вот продавать их ни в коем случае нельзя, потому что это будет в гражданах опять это чувство собственности воспитывать, короче, да. И потом эти отрицательные эмоции, короче, с владением автомобиля, потому что оно ломается, короче. Ну, меня поймут люди, которые делают автомобили, да, и которые там, в которых нужно много вкладывать, у которых голова постоянно болит за этот автомобиль, чтобы он ехал, а потом, чтобы не ломался. А тут у тебя ничего голова не болит, ты просто, короче, избавлен от этой проблемы. Потому что за тобой Серафим пролетел, забрал, доставил куда надо. И все, и до свидания. Ты не думаешь вообще ни о чем, о своих транспортных проблемах каких-то. Если дело это пойдет, ну, в общем, я сказал, да, какой-то опытный город один, чтобы хотя бы по городу для начала доставка, ну, по городу, по окрестностям, к примеру. Труднодоступные места уже можно будет спокойно это, ну, тему развивать. Вот у меня, например, хутор-приют, там 2 раза в неделю автобус ходит. Я не могу на службу сходить, съездить. А, так бы сказал Серафим, полетели, еще там 30 километров поездка до ближайшего храма. Я на литургии, например, летал с удовольствием. Что там, если бы сказали бы, там, платил бы, как в такси, например. Ну, там, да пусть даже 500 рублей, ничего страшного, не обеднее. Ой, кофе вкусный, сам сварил. Вот такие вот примерно наметки, да. Что-то еще хотел, какие-то важные детали.
Ну, вот когда это дело разовьется, там уже можно будет, короче, какие-то грузопассажирские варианты, потом, службу доставки взять, например, то же самое. Ну, например, сейчас все же страдают, там все жалуются, кричат, что доставщики, ребята, там ездят на этих электровелосипедах, спорят, короче, эти электровелосипеды запретить или оставить, потому что они ездят по тротуарам, там кого-то сбили. Кто-то ругается на этих бедолах, хотя они там себе копеечку просто зарабатывают. Ну, бывают среди них дурачки, конечно, все это, как и везде, ну, которые там ума нет и летит, сломя голову куда-то. А так, ну вот, допустим, этой проблемы тоже уже бы не было, потому что доставка была бы там в зависимости от груза, там маленький беспилотничек, куда надо тебе, что надо доставил. Если большая заказ, то побольше аппарат. Вот. Потом, может, кто-то там с грузом куда-то едет. Ну, например, надо мне слетать на Тамань, привезти 200 килограмм винограда. Заказал себе грузовой, ну, туда поехал налегке на одноместно, а обратно заказал себе грузопассажирский вариант. Там подороже, но виноград надо доставить, понятно, что дело. Ну, вот я так вот мыслю примерно. Вот. Ну, на сегодня, наверное, хватит. Всего самого доброго. До свидания. Нет, подождите. В начале молитву сотворили и в конце сотворили. Достойно есть, яко истину блажите тебя, Богородица, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. С Богом, братья и сестры. Да, я вот что-то привычка, что вот я не перед иконой, можно просто перекреститься было и не кланяться. Но у меня, я просто, извините меня, я перед иконами привык молиться, и поэтому, ну будем считать, что я вам всем поклонился, короче, низкий вам поклон, Владимир Владимирович. С Богом, до связи.